Урок литературы в 5 Б классе подготовила учительница русского языка и литературы средней школы номер 9 имени Абдукадыра Садыкова Чудубаева Анара Джимшпековна. Тема урока «Чиж и голубь» Иван Андреевич Крылов. Цель урока – познакомить учащихся с басней Крылова «Чиж и голубь», расширять представление об особенностях басни, обрабатывать навыки выразительного чтения, развивать устную речь, творческое воображение, воспитывать чувство дружбы, сплоченности. Иван Андреевич Крылов. Иван Андреевич Крылов – русский поэт-баснописец. Родился в Москве в семье военнослужащего. Когда мальчику исполнилось 11 лет, умер отец, и ребенку пришлось идти работать писцом. От отца наследство остался сундук с книгами, и все свободное время мальчик проводил за чтением, а в 14 лет сам написал оперу «Кофейница». Иван Крылов не смог получить в детстве хорошего образования, но благодаря незаурядным способностям, жажде знаний, увлечению чтением, самообразованию стал одним из самых просвещенных, самых образованных, самых эрудированных людей своего времени. Прекрасно знал литературу, математику, играл на музыкальных инструментах. Из-под пера Крылова вышло 236 басен. В них он обличал и человеческие пороки, и русскую действительность. Каждому ребенку известны такие его произведения, как «Волк и ягненок», «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей», «Лебедь, рак и щука», «Мартышка и очки», «Квартет» и другие. Многие выражения из его басен прочно вошли в разговорную русскую речь и стали крылатыми. Чиж и голубь. Чиж – это маленькая птичка семейства вьюрковых, желтовато-зеленого цвета, длиной 12 сантиметров. Встречается в плодовых садах и парках. Голубь – птица плотного сложения, с короткими ногами и маленькой головой. Обладает способностью находить дорогу домой. Ее часто можно встретить в городе. Проведем словарную работу. Западня, селок, ручаюсь. Западня – это ловушка для ловли птиц и животных. Селок – петля для ловли птиц и мелких животных. Ручаюсь? Отвечаю за свои слова. Басня «Чиж и голубь». Чижа захлопнула злодейка западня. Бедняжка в ней и рвался, и метался, а голубь молодой над ним же издевался. «Не стыдно ли, — говорит, — средь бела дня попался? Не провели бы так меня, за это я ручаюсь смело». Ан, смотришь, тут же сам запутался в селок, и дело. Вперед к чужой беде не смейся, голубок. Задание. Чему учит эта басня? Какова мораль этой басни? Какая пословица лежит в основе этой басни? Можно разделить на доброе и злое. Чиж относится к доброму, а голубь к злому. Чиж рвался и метался, а голубь издевался. Подумайте, как вы думаете, голубь помог герою? А если бы помог, что тогда случилось бы? Давайте вспомним, что такое мораль. Мораль – это поучительный вывод из основного повествования, который находится
в начале или в конце басни. Вопрос. Какова мораль басни Ивана Крылова «Чиж и голубь»? А мораль такова. Вперед чужой беде не смейся, голубок. Чему учат басни Крылова? Басни Ивана Крылова учат быть добрыми, честными, справедливыми. Хотя в баснях действуют животные, птицы или предметы, мы понимаем, что речь идет о людях. Автор помогает нам оценить их поступки. Домашнее задание. Выучить басню «Чиж и голубь» и нарисовать иллюстрации к басне. Спасибо за урок. Урок окончен. До свидания.